Здравствуйте! Хотел бы сегодня с вами поговорить или рассказать о системе госуправления в геологии, недропользовании. Большая реформа была проведена 2 года. К чему пришли, где сейчас находимся. За эти годы действительно уже система недропользования, мы, как и ожидали этот результат, стала управляться не государством в ручном режиме, а уже отрасль стала развиваться сама. Почему? Во-первых, те контракты, которые ранее существовали, они продолжают действовать, они продолжают работать. Это основа экономики нашей страны, а также производства ГМК. Плюс к этому на сегодняшний день появилось более 1200 новых лицензий, которые сегодня проводят геологоразведку на территории страны. Они вкладывают собственные инвестиции, собственные деньги в изучение этого. При этом мы ожидаем, что будет открытие как минимум 2 месторождений мирового уровня. Были скептики, которые говорили, нельзя так просто допускать на нашу территорию, чтобы люди проводили это изучение. Но это мировая практика, и она показала. Мы открыли 350 тысяч блоков или 700 тысяч квадратных километров для геологоразведки. Из них получили лицензию на эту территорию только по 7,5%. Остальная территория на сегодняшний день еще также доступна, то есть любой желающий может пойти и оформить эту лицензию в течение 10 дней в нашем министерстве. Благодаря таким изменениям в законе у нас появилось больше 500 новых игроков в сфере недропользования. Это говорит о том, что это не те компании, которые всю жизнь работали в этом секторе. Это мелкие юниорные компании. Даже 3 студента могут организоваться, вместе получить лицензию, провести какие-то камеральные работы, увеличить ее стоимость и дальше реализовать более крупным компаниям. Это нормальный бизнес, который позволяет наращивать изучение страны и стремиться к тому, что действительно крупные месторождения будут открыты. Но это не все. Кроме этого пришли к нам крупные мажорные компании. Сегодня Fortescue австралийская зашла к нам, капитализацией более 75 миллиардов долларов. Они взяли более 18 тысяч квадратных километров и активно проводят там изучение. А это те средства, которые мы ранее просили из бюджета или еще где-то. А сегодня инвестор сам вкладывает эти средства, а результаты этих исследований будут доступны государству. Этот тренд поддержали и крупные компании. Сегодня Таукен Самрук, Полиметалл, Казцинк сами финансируют юниоров, чтобы эти работы проводились на территории нашей страны. Они заинтересованы в том, чтобы юниоры брали мелкие объекты, даже если один из них потом выстрелит и у него будет действительно обнаружение, он окупит те затраты, которые понес по другим объектам. Благодаря этому имеет место рост сервисного бизнеса. Появились новые компании, открылись 2 лаборатории международного уровня. Одна из них АЛС, это мировая компания по всему миру, которой доверяют. Отечественный сервис стал расти, то есть пришли буровые компании, геофизические, аэрогеофизика, которые соответствуют мировым стандартам и выполняют свои работы с использованием наилучших мировых технологий. Эти мировые технологии ранее не заходили к нам, они работали только с нацкомпаниями. Сегодня заинтересованы в этих исследованиях все компании. Благодаря этому востребованность кадров геологических стала все больше и больше. Как мне говорят, выпускники Семипалатинского колледжа получают предложение о работе, еще даже не выпустившись оттуда, потому что востребованность в отрасли есть. Более того, зарплаты в геологии и в недропользовании стали расти благодаря тому, что появился спрос на эти работы и на эти исследования. В заключение могу сказать, на самом деле, что нужно для того, чтобы оформить такую лицензию. Это выбрать этот участок в программе управления Госфондом недр, она опубликована на сайте нашего министерства, собрать необходимый пакет документов. В течение 10 дней мы его рассмотрим и предоставим вам решение о том, что мы выдаем эту лицензию или отказываем. Надеюсь, что все-таки выдаем. После этого 3 условия: оплата подписного бонуса, предоставление обеспечения по ликвидации и экспертиза экологического плана разведки. И вы имеете право выходить в поле и надеяться на обнаружение крупнейшего месторождения, которое повысит благосостояние не только ваше, но и всей страны. Спасибо за внимание.